Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш установочный вебинар, который посвящен проведению мониторинга организации работы с молодыми педагогами в образовательных организациях Республики Коми. Я благодарю вас за то, что вы в пятницу нашли время уделить внимание именно этому вопросу. Хочу сказать, что поскольку наш вебинар с вами является установочным, поэтому он продлится недолго. Я планирую его провести в течение получаса. Напоминаю вам, что у вас есть возможность задавать вопросы непосредственно в чате, либо во вкладке «Вопросы», и мы с вами попытаемся их оперативно обсудить для того, чтобы решить все возникающие непосредственно вопросы, моменты и так далее. Рад всех приветствовать. Мы приступаем непосредственно к нашему сегодняшнему содержанию. Хочу напомнить, что мы проводим данный мониторинг в рамках известного вам проекта «Молодые педагоги», который реализуется уже не первый год на территории Республики Коми в образовательных организациях. И мне хотелось бы обратить в самом начале ваше внимание на те запланированные во втором полугодии этого календарного года, 2020 года, мероприятия. В настоящий момент у нас реализуется и проводится республиканский заочный конкурс педагогического мастерства «Первые шаги», и в этом году по сравнению с предыдущим у нас увеличилось количество номинаций. Мы выделили такие номинации, как молодые педагоги-психологи, молодые классные руководители, молодые библиотекари и так далее. В настоящий момент мы получили непосредственно 48 уже работ. Лидером среди муниципалитетов у нас выступили молодые педагоги города Воркуты. Также достаточно большое количество работ, но на порядок, наверное, меньше. Это, конечно же, молодые педагоги Ухты и города Сыктывкара. На настоящий момент у нас проводится экспертиза данных работ, и хочу сообщить, что если имеются непосредственно специалисты, которые хотели бы принять участие в этом конкурсе, то у них есть возможность разместить свои работы вплоть до понедельника, то есть до 21 непосредственно сентября. Дальше все поступившие, может быть, уже позже этих работ, на этот конкурс работы мы рассматривать непосредственно не будем. Это первое. Хочу сразу сказать, что первое мероприятие, которое представлено здесь на слайде, оно будет связано со вторым. Планируется оно в данном случае 7-8 октября. Это второй этап хакатона молодых педагогов, который мы проводили в июне. Ну и наш традиционный день молодого педагога. Планируемые сроки пока не изменились, но если изменится непосредственно эпидемиологическая ситуация, мы, конечно же, все муниципалитеты в данном случае оповестим. Так вот, награждение победителей республиканского заочного конкурса педмастерства «Первые шаги» как раз состоится как одно из мероприятий на этом хакатоне. То есть вручаться и подводиться итоги непосредственно будет уже там. Также вы видите, это мониторинг, о котором пойдет непосредственно сегодня речь. Я хочу обратить ваше внимание, в связи с чем он появился у нас в рамках реализации данного проекта в этом году. Это, конечно же, результаты исследования развития профессиональных компетенций в образовательных организациях именно молодых педагогов, которое выявило главную, наверное, проблему – это отсутствие, во-первых, системности, в данном случае в деятельности образовательных организаций, да, как одна из возможных причин, могущих оказать влияние на ту специфику профессионального развития, которую мы выявили. А мы выяснили, что в течение первых 5 лет, которые непосредственно в данном случае профессионально развивается наш молодой специалист в образовательной организации, мы не наблюдаем достаточно существенных каких-то сдвигов именно в профессиональном развитии. Я имею в виду компетенции и так далее, и так далее. Ну и в связи с этим как раз мы на 2020 год инициировали подобный мониторинг, и о нем непосредственно пойдет еще речь. Достаточно часто мы также слышим после проведения первого этапа хакатона еще и вопрос по созданию ассоциации молодых педагогов.
Решение о том, что мы создаем данную ассоциацию, было нами определено по итогам мероприятий первого этапа хакатона, который был проведен в июне. В настоящий момент непосредственно институт инициировал, начиная с июня, и в настоящий момент мы актуализируем эту деятельность по анализу, так скажем, того проекта положения об ассоциации, который был презентован на первом этапе хакатона, и также молодым педагогам, молодым специалистам рассылается формы заявлений для вступления непосредственно в данную ассоциацию. Формально данная ассоциация не создана, но мы в данном случае планируем завершить в этом году появление подобного объединения молодых специалистов, молодых педагогов нашей республики. Поэтому данная информация непосредственно собирается. Это что касается в данном случае тех мероприятий, которые у нас запланированы на второе полугодие 2020 года в рамках данного проекта. Ну, а теперь, собственно, мне хотелось бы перейти к основной характеристике мониторинга и дать, так скажем, информацию именно о том, что нам предстоит с вами делать и каким образом мы с вами будем непосредственно сотрудничать, взаимодействовать, кто будет принимать участие в данном мониторинге. Основанием является, конечно же, тот приказ, который регламентирует реализацию данного проекта. В частности, здесь представлена как раз ссылка на приказ, выпущенный непосредственно и утвержденный КРИО. Здесь есть прямая ссылка, где вы можете непосредственно посмотреть. То есть это мероприятие плановое, оно вошло непосредственно в основные мероприятия, реализуемые в 2020 году в рамках данного проекта. Основная цель проведения мониторинга – это получение объективной информации об эффективности деятельности образовательных организаций, в данном случае Республики Коми, по организации работы с молодыми педагогами. Задачи здесь пока представлены процессуальные, они, в общем-то, связаны с реализацией мониторинговой процедуры, но наша основная, так скажем, задача, это как раз посмотреть в отношении системности деятельности, в отношении отчасти эффективности деятельности образовательных организаций по сопровождению молодых педагогов, молодых специалистов. Кто является участниками мониторинга? Участниками мониторинга выступает общеобразовательная организация Республики Коми, то есть это организация дошкольного образования, общеобразовательная организация и организация дополнительного образования детей. В перспективе у нас есть также желание, в общем-то, провести подобный мониторинг и среди учреждений профессионального образования, поэтому мы это будем уже делать параллельно и отдельно от проводимого непосредственно мониторинга. Ну и, конечно же, это молодые педагоги. В данном случае, если мы будем ориентироваться на распоряжение правительства Российской Федерации от 2015 года номер 722, то молодым педагогом считается, в общем-то, лицо в возрасте до 35 лет включительно, имеющее дипломы аккредитованного образовательного учреждения высшего или среднего профессионального образования, впервые поступившие на работу по полученной специальности, трудоустроившись в течение 1 года со дня окончания образовательного учреждения. Также мы рассматриваем, что участниками данного мониторинга будут молодые педагоги с педагогическим стажем работы до 5 лет, 5 лет в данном случае включительно, или относящиеся непосредственно к данной категории, то есть до 35 лет в данном случае, и могут иметь непосредственно, допустим, педагогический стаж до 5 лет непосредственно работы. Если говорить более подробно об образовательных организациях, во-первых, нужно отметить, что состав образовательных организаций, участвующих в мониторинге, определяется муниципалитетом самостоятельно. Это первое. Второе. В составе, конечно же, должны быть обязательно представлены организации дошкольного образования, общеобразовательные организации, то есть это среднее общее образование, либо это основные общеобразовательные школы и так далее. Организации дополнительного образования детей, обращаю ваше внимание, в которых работают молодые педагоги. Ну и, соответственно, сами молодые педагоги, которые будут включены, по сути, вместе с организациями в данный мониторинг, также параллельно будут принимать участие в
днем. Общее количество участвующих в мониторинге образовательных организаций должно составлять не менее 50% от общего количества образовательных организаций муниципалитета, в которых работают молодые педагоги. То есть, по сути, это, во-первых, все образовательные организации, где есть молодые педагоги, и, во-вторых, это не менее 50%. Вот с тем, так скажем, разнообразием, о котором мы здесь указаны во втором пункте. То есть это организация дошкольного образования, еще раз подчеркну, общеобразовательные организации, то есть средние общеобразовательные школы, либо основные и так далее, организации дополнительного образования детей. Дальше. Если говорить, собственно, о сроках и этапах. Посмотрите, пожалуйста, да. Сегодня мы проводим лишь установочный вебинар за неделю до старта непосредственно сбора, по сути, мониторинговой информации посредством, как вы видите, электронных форм. Первый этап – это этап, связанный непосредственно с разработкой самой программы, с проведением сегодняшнего вебинара и не только. Основной этап начнется 25 сентября 2020 года и продлится до конца октября. То есть в этот период мы предлагаем непосредственно тем образовательным организациям, которые будут определены муниципалитетом, заполнить электронные формы данного мониторинга. Каково примерное содержание, то есть какие блоки вопросов, да, будут включены и для непосредственно того, чтобы оценить системность работы образовательной организации по сопровождению профессионального развития молодых педагогов и, собственно, самим молодым педагогам, да, я скажу несколько позднее. В течение ноября мы планируем непосредственно обобщение, обработку результатов и непосредственно представление на самых различных мероприятиях. Я думаю, что, возможно, это будет сделано либо посредством вебинаров об итогах, либо это будет представлено непосредственно в печати, может быть, в журнале «Образование в Республике Коми», либо непосредственно на конференциях, которые будут проводиться Коми-Республиканским институтом развития образования во втором полугодии 2020 года. Вот примерные сроки и этапы таковы. Резюмируя, еще раз хочу сказать следующее. Сегодня нам очень важно, чтобы в муниципалитетах, конечно же, определились потенциально с теми участниками, которые примут участие в мониторинге. Вы видите, что мы не направлены на то, чтобы именно все школы, да, но большая либо значительная часть приняла непосредственно участие в подобном мониторинге для того, чтобы говорить и судить в целом о том, как выстроена данная работа, в общем-то, в образовательных организациях республики. Второй момент. Это, конечно же, достаточно длительный срок для заполнения форм. На самом деле они не такие сложные с точки зрения, так скажем, заполнения, но я думаю, что данный временной промежуток позволит это сделать в более комфортных для себя, так скажем, условиях. И самим образовательным организациям, а мы полагаем, что это, конечно же, будут в первую очередь административные работники, либо директор, либо заместитель директора, представлять данную информацию. И сами молодые педагоги, да, которые тоже из этих образовательных организаций будут участвовать в мониторинге. Уважаемые коллеги, я напоминаю, что если у вас есть вопросы, вы можете задавать их в чате, либо в специальной вкладке. Немного о функциях, которые, в общем-то, планируются. Функции муниципальных органов управления образованием, либо муниципальных методических служб, которые, в общем-то, могут сопровождать данные мониторинги, это, конечно же, определение участников мониторинга, информирование об инструментах мониторинга и сроках сбора информации. На следующей неделе за подписью ректора в муниципальные органы управления образованием идут непосредственно письма вместе с указанием и с теми инструментами, которые необходимо будет использовать. То есть там будут представлены ссылки на формы, которые необходимо будет заполнять, и будет представлена программа мониторинга, которая позволит, скорее всего, как-то разъяснить, например, да, по содержанию и прочее, и помочь заполнить, например, какие-то пункты, характеризующие, свидетельствующие о деятельности образовательной организации, либо характеризующие или
описывающие каким-то образом деятельность самого молодого педагога. Об этом мы поговорим с вами чуть позже. Функции на уровне образовательной организации, они могут быть, так скажем, возложены на руководителя, либо на заместителей. И фактически это, собственно, обеспечение участия молодых педагогов в самом мониторинге и заполнение форм, электронных форм, в данном случае в целях получения и сбора мониторинговой информации. Ну и сами молодые педагоги – это, конечно же, участие в сборе мониторинговой информации, заполнение электронной формы, то есть все то, что от них, собственно, потребуется. Что, собственно, входит в примерное содержание? Извините, переключилась на последний слайд. Итак, примерное содержание мониторинговой формы в данном случае дифференцировано будет по блокам. Первое – это, конечно же, характеристика состава молодых педагогов в образовательной организации. Какие примерные параметры могут непосредственно сюда входить? Это, собственно, какова доля молодых педагогов по сравнению с общим количеством педагогических работников образовательной организации. Это специфика их образования, является ли оно, например, собственно, педагогическим, то есть профильным, по профилю предмета и так далее, или нет, была ли переподготовка, какое количество, допустим, молодых педагогов имеет образование на уровне магистерской, на уровне именно подобного уровня образования, то есть обучение в рамках магистратуры и прочее. То есть вот здесь это будет просто информативная, так скажем, информативная характеристика состава молодых педагогов образовательных организаций. Второй блок, он будет более основной, и он, конечно же, при оценке результатов мониторинга будет определяющим, поскольку мы говорим о системе работы в образовательной организации. Ну, это, конечно же, самые разные аспекты. Это документационное обеспечение, в данном случае системы работы в образовательной организации. Например, имеется ли какая-то программа по сопровождению молодых педагогов образовательной организации, либо это определенная система мероприятий, либо это план работы и так далее. На самом деле мы подобный анализ уже проводили, когда был конкурс на лучшую практику по сопровождению непосредственно молодых педагогов в образовательной организации. И если кому-то интересно, вы можете обратиться к новостям, где, собственно, размещена информация об итогах этого конкурса. Тоже достаточно интересные практики, которые были представлены непосредственно образовательными организациями. Что еще может входить в данном случае в оценку системы работы? Это, конечно же, наш сегодняшний, по сути, тренд наставничества, то есть каким образом оно организовано, и поскольку данная форма является, в общем-то, для сопровождения молодых специалистов традиционной и чаще всего встречаемой в образовательных организациях, я думаю, что данные вопросы не составят какого-то особого труда для ответов, для заполнения и так далее. Опять же, будут выясняться определенные вопросы, каким образом организовано наставничество фактически, как оно осуществляется и так далее, для того, чтобы оценить непосредственно в данном случае систему работы в целом. Кроме этого, есть и иные показатели, которые, в общем-то, характеризуют, наверное, все-таки чаще всего социально-психологический климат образовательных организаций. В первую очередь, это удовлетворенность трудом. То есть здесь будет в данном случае дана оценка административным работникам, насколько, по мнению школы, так скажем, молодые специалисты удовлетворены своей профессиональной деятельностью в рамках данной образовательной организации. И не только. То есть самые разные, так скажем, аспекты будут включены в содержание вопросов именно этого блока. Ну и, конечно же, третий блок, мы его условно назвали как стимулирование профессиональной активности и инициативности непосредственно молодых педагогов. Что здесь, по сути, в содержательной части будут представлены, так скажем, Это, конечно же, например, доля молодых педагогов, включенных в инновационные процессы, которые осуществляются как на уровне, например, образовательной организации и не только.
То есть наши молодые педагоги как-то уже чаще всего бывает, участвуют и в сетевых каких-то проектах, и не только на уровне образовательной организации, но и так далее. Это, конечно же, например, участие в различных профессиональных конкурсах, да, как заочных, так и очных, собственно. Поэтому вот такие моменты в данном случае тоже будет выясняться. Доля молодых педагогов, являющихся непосредственно членами школьных методических объединений, районных, республиканских и так далее. То есть все то, что может характеризовать в данном случае его профессиональную активность. Это доля молодых педагогов, например, имеющих публикации. Это доля молодых педагогов, которые, например, намерены обучаться или обучаются на уровне уже магистратуры, получают, собственно, образование вот в рамках такого направления УГСН, то есть укрупненные группы специальностей и направлений, как образование и педагогические науки, да, и ряд других непосредственно параметров. Ну, например, сюда можно отнести еще такой показатель, как готовность, например, демонстрации своего профессионального опыта, или уже имеется опыт демонстрации, так скажем, да, своих каких-то определенных профессиональных навыков в самых разных форматах. То есть это может быть и мастер-класс, это может быть и участие в каких-то иных конкурсах и прочее, прочее. То есть вот подобного рода непосредственно конкретные показатели, да, будут включены в данный блок запрашивания информации. По сути, на данном слайде представлено примерное содержание той электронной формы, которая будет предложена для заполнения административным работником. Параллельно молодые педагоги той образовательной организации, которая будет принимать участие в мониторинге, также будут заполнять форму для, так скажем, да, самих себя, по сути. Для чего это делается? Во-первых, мы определяем корреляцию, то есть связность той информации, которую мы получаем из разных источников. Почему? Потому что достаточно часто мы сталкиваемся как раз с тем, что на уровне самооценки и образовательных организаций, либо отдельных ее субъектов фактически, мы видим достаточно благополучную картину. Но когда мы сталкиваемся, допустим, с документами той же самой школы, участвующей, например, в каком-то ином конкурсе, и где в анализе используются, например, те средства, инструменты, которые мы предлагали, например, информация в один и тот же момент у нас выступает непосредственно разная, поэтому надежность у нас довольно-таки низкая. Никто не говорит о том, что мы как-то скептически относимся к оценкам данным непосредственно и администраторам образовательных организаций, но в целом нам хотелось бы понять, как воспринимается ситуация с одной стороны, то есть самой образовательной организации, то есть специалистами, которые организуют этот процесс, и с другой стороны, то есть самим молодым педагогам. И вот в данном случае по соотнесению определенных параметров мы хотели бы как раз выяснить некоторые, собственно, моменты. Первый блок вопросов вы видите, он связан с удовлетворенностью молодых педагогов профессиональной деятельностью. Это блок вопросов, на которые тоже они будут отвечать. Второй момент, он связан с переживаемыми, условно говоря, актуальными профессиональными трудностями либо дефицитами, то есть насколько они осознаются в данном случае молодым специалистам, и насколько он, как ему кажется, имеет возможность получить помощь, либо каким-то образом преодолеть в данном случае их для того, чтобы нивелировать, может быть, вот эту вот ситуацию, так скажем, да, для того, чтобы выйти в зону, может быть, так скажем, комфорта и устойчивого профессионального развития. Ну и третий блок, вы видите, он тоже будет связан непосредственно с изучением профессиональной активности. И здесь эти вопросы будут непосредственно отчасти, лишь отчасти перекликаться с теми, которые будут предложены для непосредственно администратора. Это что касается примерного содержания мониторинга. Итак, резюмируя, хочу сказать, что у нас будет предложено две формы для заполнения. Первая форма для администраторов, так скажем, да, образовательных организаций. И здесь на уровне образовательной организации уже руководство будет определять самостоятельно, кто будет заполнять эту форму. А вторая форма в данном случае будет предложена для молодого педагога.
Сразу может возникнуть вопрос, да, сколько человек непосредственно должно принимать участие. Конечно, в идеале все молодые педагоги той образовательной организации, которая принимает участие в мониторинге. Если же этого невозможно сделать по самым разным причинам и так далее, обстоятельствам, то, конечно же, нам хотелось бы, чтобы, например, не менее 30-50% молодых педагогов все-таки приняли участие. Если молодой педагог один, то желательно, конечно, чтобы он принял участие обязательно вот в этом опросе. Поскольку ссылка будет доступна на форму в любом, так скажем, для входа с любого источника, так скажем, да, я думаю, что это можно будет заполнить и не обязательно именно в рамках работы, может быть, с личного персонального компьютера и так далее. То есть, если говорить непосредственно об этих участниках. Также хочу обратить ваше внимание, что полные разъяснения по участнику, по участникам, по всем, да, и со стороны образовательных организаций, и молодых педагогов будет представлено в том информационном письме, которое мы направим на следующей неделе в муниципальные органы управления образованием. Мне хотелось бы еще напомнить о том, что, конечно же, информационное сопровождение мониторинга будет осуществляться на сайте института, то есть мы разместим информацию по мониторингу именно в разделе «Проекты», «Проект молодые педагоги». Напомню, адрес института – это kriro.ru, вы можете непосредственно обращаться. Ну и, конечно же, при возникновении вопросов вы можете обращаться в Центр научно-методического сопровождения программ проекта в области образования. Здесь вы видите представлены контактные данные организаторов мониторинга. Вы можете звонить по телефону 28 60 11, добавочный 339, да, телефон города Сыктывкара, мне и, соответственно, обсуждать все возникающие вопросы на разных, так скажем, уровнях. Да. Если вопрос муниципальных органов управления образованием, то есть каким образом организовать, сопроводить и так далее. Ну или конкретно у школ, каким образом принять участие в этом мониторинге и прочее. Резюмируя, еще раз хочу сказать следующее, поскольку лимитированное мной время уже подходит к концу. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на сроки в данном случае. Старт сбора мониторинговой информации начинается 25 сентября, заканчивается 31 октября, то есть когда мы уже доступ, так скажем, к электронным формам прекратим, и фактически после этого у нас начнется период обработки. В настоящий момент мы готовим всю информацию, и на следующей неделе, пожалуйста, ее ожидайте, для того, чтобы этот процесс определенным образом организовать. Хотелось бы обратить ваше внимание, что данный временной промежуток нами выбран для того, чтобы школы в более или менее комфортных условиях, в том числе молодые педагоги, приняли участие в данном мониторинге, конечно же. И чтобы это не было для них, может быть, каким-то таким вот сложным, да, вот этапом. Мы понимаем, что это и завершение первой четверти, и проведение иных мероприятий, в том числе всероссийских проверочных работ, иных мероприятий, да, в данном случае связанных со школьным этапом Олимпиады, Всероссийской Олимпиады школьников и так далее. Уважаемые коллеги, у вас есть возможность задать вопросы либо в чате, либо в специальном разделе. Хочу сразу же сообщить, что данная информация будет размещена как новость непосредственно на сайте института, и если вы сможете непосредственно еще раз обратиться к данной презентации, посмотреть, да, в данном случае основные характеристики, опять же, этого мониторинга, да, и, соответственно, уже определенные, так скажем, административные вещи там тоже будут уже прописаны. Коллеги, есть ли у вас вопросы? Ровно 16:30. Тогда, если нет вопросов, я завершаю нашу встречу. Напоминаю, если они вдруг возникнут, вы еще раз можете позвонить по телефону в Сыктывкаре 28 60 11, добавочный 339, и я вам прокомментирую и постараюсь более полно ответить на все возникающие вопросы. Я благодарю вас за встречу
сегодня на нашем установочном вебинаре. Всего доброго. До свидания.